Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем избрание меры пресечения Сергею Нейдерову. На тот момент у нас не происходило ни одной драки, ни одной бойни, все было тихо, спокойно. В отношении него полиция возбудила дело за занятие высшего положения в преступной иерархии. Расскажем, как в Дербышках подожгли опорный пункт полиции и почему водитель иномарки на Чистопольской едва не провалился сквозь землю. Вот причин. Внизу ничего нет просто. Яма большая. А также очень пьяный водитель Нивы протаранил несколько припаркованных автомобилей. Да оставьте меня в покое, урод, я просто домой приехал. Задержанием он был сильно недоволен. Это и не только. Прямо сейчас. В Казани избрали меру пресечения Сергею Нейдерову по прозвищу Нейдер. В отношении него полицейские возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Они установили, что 59-летний, ранее неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани 6 лет назад получил неформальный статус положенца по Татарстану. Впрочем, сам подозреваемый подобные обвинения отрицал, заявляя, что просто решал конфликты и был своего рода уличным судьей. Из зала суда Айрат Назипов. Сергея Нейдерова задержали накануне. По данным полицейских, 6 лет назад на криминальной сходке авторитетов уголовно-преступной среды, среди которых был вор в законе Роман Сычев по прозвищу Сыч, он получил неформальный статус положенца по Татарстану. Иначе говоря, он стал главой преступной иерархии в республике. Во время визита полицейских улыбался. Дата рождения? 1961 год. Как отмечает в МВД, неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство, 59-летний житель Казани обязывал подчиняться его указаниям тех, кто имел более низкий криминальный статус. Назначал смотрящих за условно разделенными районами и городами Татарстана. Непосредственно участвовал в разрешении конфликтных ситуаций, а также контролировал поступление денежных средств в неформальную воровскую казну общак. При обыске его дома и дачи оперативники обнаружили записи о поступлении денег в так называемый общак, вещи с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет Макарова, и патроны. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации. Это занятие высшего положения в преступной иерархии. Сегодня Вахитовский районный суд избрал меру пресечения Сергею Нейдерову. Мужчину удивило большое внимание к своей персоне. Впрочем, он не был против съемок. Следствие просило суд заключить его под стражу на 2 месяца. Сам он хотел более мягкого решения, заявив, что не является лидером в преступной иерархии. На тот момент у нас не происходило ни одной драки, ни одной бойни, все было тихо, спокойно, вопросы решали мирно, дружно. Также против ареста выступил адвокат. Его недоумение вызвал и тот факт, что сходка была в 2015 году, а статья была введена только 2 года назад. Какой он авторитет? Кто его туда избирал? Следствие не установлено. И на этом основании просит его арестовать. Сам задержанный в перерыве заседания заявил, что просто выполнял роль уличного судьи. Общак держали? В общаке держат, как правило, другие люди. Вот у вас что было? У меня было просто, если обращается с проблемами, я должен эти вопросы решать. Суд принял решение отправить Сергея Нейдерова в СИЗО на 2 месяца, до 22 мая этого года. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Вахитовский районный суд Казани рассматривает дело в отношении 47-летнего Ильдара Шарафуддинова, обвиняемого в убийстве своего знакомого в марте 2019 года. Как считает сторона обвинения, мужчина нанес собеседнику удар ножом из-за отказа вернуть ему долг в размере около 1000 рублей. Однако родственники подсудимого уверены в обратном. По их рассказам, потерпевший сам начал потасовку. Это была самооборона. А причиной конфликта стало обычное недопонимание. Сегодня днем в поселке Дербышки подожгли опорный пункт полиции. Около 14 часов туда зашел мужчина с немецкой овчаркой, канистрой в руках, разлил горючую жидкость и поджег. В этот момент в помещении находился сотрудник, который вызвал пожарных, которые потушили пламя. Огонь успел распространиться на 25 квадратных метров. Личность подозреваемого уже установлена. Это 33-летний мужчина, проживающий чуть ли не в соседнем доме. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре.
Водитель Нивы на глазах очевидцев протаранил несколько машин, пытался скрыться, а когда его задержали, уверял, что он прохожий и не понимает, что происходит. В последнее, говорят владельцы пострадавших машин, можно было поверить, так как мужчина, по всей видимости, был сильно пьян и вел себя до такой степени буйно, что на него пришлось надеть наручники. Вероника Гайнудинова расскажет, что и это не помогло. Да оставьте меня в покое. Я просто домой приехал. Встрече с автоинспекторами мужчина был явно не рад. Негодование выражал нецензурными словами. Донести до окружающих свое возмущение был готов и физически. Кулаками размахивал активно. Наручники – вынужденная мера для общей безопасности. Движение мужчины это ограничило, но не успокоило. Скорее, наоборот. Пожалуйста, оставь меня в покое, а? Я тебе ничего не делал, капитан. Несколькими минутами ранее, как рассказали очевидцы, этот мужчина за рулем Нивы на улице Соловецких Юнг врезался сразу в несколько припаркованных автомобилей и попытался скрыться. Но в одной из задетых им машин Hyundai Getz был водитель. Он тут же бросился за Нивой, задержал водителя и вызвал автоинспекторов. Сдал вперед и задел при попытке запарковаться. А он сразу из машины вышел? Да. И на ногах уже не стоял, да? Как вы видите, он в каком состоянии? То, что водитель Нивы сильно пьян, было видно невооруженным взглядом. О многом говорил и исходивший от него запах. Правда, сам он отрицал, что пил, а потом и что сидел за рулем. Стал рассказывать, что он прохожий, которого вдруг стали обвинять неизвестно в чем, когда шел домой. А машины у него и вовсе нет. Скажите, пожалуйста, а вы Ниву управляли? Нет. Но это ваша машина? Нет. У вас вообще нет машины? У меня нет машины, вы видите. Очевидец видел, как вы задели чужой автомобиль. Это очень хорошо. Очень плохо. Нельзя чужие автомобили задевать. Тем не менее, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, и вместо больницы его доставили в отдел полиции. Отвечать за буйное поведение ему все же придется. За сопротивление сотрудникам ГИБДД мужчине грозит арест до 15 суток. А за отказ от анализа на содержание алкоголя в крови мужчину, вероятно, лишат водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом в 30 тысяч рублей. Вероника Гайнудинова, Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Молодой человек попал под колеса Kia Rio на улицу Глушко накануне вечером. Как рассказали очевидцы, он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент его задела иномарка. Удар был не сильным, парень отделался лишь испугом и, возможно, царапиной. Он отряхнулся и ушел. А вот автоледи, которая была за рулем, осталась дожидаться автоинспекторов. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все детали произошедшего и найти потерпевшего. Серьезная авария произошла этим утром на улице Подлужная. Столкнулись Ford и Kia. Обе иномарки ехали в одном направлении. Ford был впереди, и когда его водитель решил развернуться, сзади врезалась Kia. Оба транспортных средства получили сильные механические повреждения. Люди, к счастью, не пострадали. Никто из водителей свою вину в происшествии признавать не спешил. Один уверял, что водитель Kia не соблюдал дистанцию. Второй, что Ford маневр начал с обочины и предоставил запись видеорегистратора. Определять виновного теперь будут на разборе в автоинспекции. Сквозь землю в самом прямом смысле слова едва не провалился водитель Hyundai Solaris, причем вместе со своей машиной. Асфальт на улице Чистопольская провалился прямо под колесами. Автомобиль ушел под него чуть ли не всей передней частью. Машину из этой ловушки на руках вытащили очевидцы. Причем вовремя. Яма стала разрастаться. Подробности расскажет Нафиса Минязова. Там ямы не было. Вот такой асфальт был. Просто проехал и провалился. Земля разверзлась под его автомобилем вечером. В самый час пик водитель Hyundai Solaris выезжал из двора на улице Чистопольская. Дорога, уверяет, была ровная и чистая. О том, что сейчас он с машиной провалится сквозь землю, мужчина и подумать не мог. Но вот через секунду асфальт затрещал. То есть никаких ограждений там вот? Ничего не было, вот открыто было все. От падения вниз под землю спасли габариты машины. Провал был чуть уже. Мужчина выбрался из автомобиля и понял, что выехать из ловушки уже не сможет. И вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД. Машину из этой ловушки в итоге вызволили многочисленные очевидцы. Предположили, что яма может и разрастись. Следом приехали автоинспекторы и аварийные службы. А как-то объяснили вот эти дорожные службы?
Да нет, вот, короче, внизу ничего нет, просто яма большая и все. Водители иномарки считают, что последствия могли бы быть куда плачевнее, если бы в момент обрушения асфальта там находился прохожий. Автоинспекторы зафиксировали все детали происшествия, оформили случившееся как ДТП. За восстановление автомобиля мужчина не переживает, машина застрахована. И все разбирательства с ответственными за эту дорогу службами, уверен, дело уже не его. Нафиса Минязова, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.